Добрый день, дорогие друзья. У нас в гостях главный редактор «Чегемской правды», журналист и с недавних пор иноагент в Российской Федерации Инал Хашик. Здравствуй, Инал. Добрый. Большое тебе спасибо, что ты к нам пришел. У нас огромная куча вопросов к тебе. И, наверное, начнем с того, что вот такой я вопрос придумал. Не знаю, насколько он кстати. Что это все значит? Ну, в общем-то, это можно с разных сторон рассматривать. Но я долго вообще в профессии, почти 30 лет. И ни разу в Абхазии меня даже почетной грамотой не наградили, да, и приятно, что как бы определили вот как бы Ну, это положительно. за пределами Абхазии, да, как бы меня определили вот такой значимой фигурой, что я стал для России первым абхазским иноагентом. Это я так шучу. Но пока я даже не знаю, что это значит. Ну, в Абхазии, в общем-то, мы все-таки живем в другой стране. Для меня это как бы вообще никак не сказывается, разве что стал, я извиняюсь, жутко популярен. То есть ко мне подходят люди, там кто-то пожимает руку и говорит, мы с вами, люди незнакомые, там бывает иногда даже фотографируются. Ну и, естественно, все иноагент, то есть такая шутка-то, да, у них дурацкая. Но не более того, ну да, наверное, возникнут там какие-то проблемы там с выездом. Ну то есть вроде бы это не проблема, но я понимаю, что это станет проблемой, да, выезжать. И просто я не хочу вот через это проходить. Обязательно ты будешь в этой компьютерной базе на границе, и тебя будут там задерживать на час, на два, на три, там что-то спрашивать. Я не люблю это, жутко. В общем, конечно же, воздержусь. Но я понимаю, что это вообще такое политическое решение. Это политическое решение, и это политическое решение не состоялось бы, наверное, если бы у этой идеи ноги не шли бы отсюда. И я просто уверен, что эта история, в общем-то, имеет отсюда встречное движение. То есть то, что вот это произойдет, у меня было уже предчувствие. То есть я был к этому морально готов. И вот как бы это не стало для меня вот такой сногсшибательной новостью, такой неожиданностью. Мы это могли наблюдать еще в прошлом году, да, когда у нас заговорили о том, что вот там есть там какой-то список, черный список людей, которые отсюда подготовили. Изначально уже была история, это начиналось года 2 назад, когда людей стали массово задерживать на границе. И было видно, что людей задерживают по определенному списку. То есть вначале это были люди, которые работали в различных международных структурах, аккредитованных в Абхазии, то есть там без разницы, ну, обычный менеджер, да, там бумажки перекладывает и так далее, но он работает здесь, там, в каком-то, я не знаю, Красном Кресте, там, врачи без границ или что, но он уже попал в список, то есть его будут задерживать на этой границе, там. Туда попали, там, списки, там, людей, которые, там, в неправительственных организациях, потом журналисты и так далее, потом отдельных политиков, которые не очень говорили какие-то приятные для власти вещи. То есть этот список разрастался. Этот список был здесь подготовлен. Служба государственной безопасности делала вид, что, в общем-то, нет, мы вообще не в курсе. Откуда вот эта информация? Ты, может быть, видел какой-то список? Ну, вот я имею в виду, на чем эти предположения? Ну, предположение, это не предположение, это как бы, ну, в общем-то, страна маленькая. И люди, которые вообще даже никакой общественной, такой активной жизни не живут, то есть даже вот в каких-то социальных сетях они как бы не очень активны, ну вот они говорили, что нас задерживают. То есть они не говорили это, знаешь, это вот так как бы во весь голос, чтобы там все услышали.
просто вот они их задерживали, они молча, потом вот как-то им было неловко об этом говорить, но они думали, может, какие-то последствия будут, я не знаю, но у каждого свои какие-то комплексы, свои какие-то причины. Но потом уже это стало разрастаться, и потом уже определенная группа людей, недовольных, которых регулярно задерживали, они обращались там в СГБ, в МИД и так далее. То есть, но это было видно, что, собственно говоря... Подготовленная акция. Ну вот когда ты начинаешь как бы понимать, кого задерживают и так далее, ты уже начинаешь как бы для себя вот как бы... Ну, искать бенефициара. Скажем. Да, нет, и искать вот каким образом, вот, то есть эти списки явно попали отсюда, то есть их о том, что они какие-то там опасные для России люди, в России даже не могло присниться. Да? Это по многим людям, которые, в общем-то, никак себя не дали никакого повода для этого. Да? Эти списки просто отсюда отсылали. И потом уже как бы уже этого стало мало. И вы прекрасно помните, я не знаю, там, вот когда кризис у нас был в ноябре, и президентский дворец был взят штурмом, и там уже потом какие-то документы стали выплывать, да. И там было заседание у Козака, в котором участвовал там и теперь уже экс-президент Бжания. И там говорилось о том, что вот в результативной части этого рабочего совещания говорилось о том, что необходимо там представить списки людей для того, чтобы их там наказать вплоть до лишения там, гражданства. Да. И, в общем-то, и через некоторое время там у нас лишили гражданства Кана Кварча, потом Ливана Мика, ну, потом уже вот как бы пошли иноагенты, да, иноагенты, кому-то, те, которые не имели российского гражданства, им просто запретили въезд в Россию. То есть, ну, такая санкционная такая политика пошла. И я просто уверен, что если бы не было отсюда этого встречного движения, желание наших властей разобраться со своими гражданами руками там, российских спецслужб, никогда Россия не пошла бы на такой шаг. Во время производства вот нашего подкаста я с удивлением заметил, что практически все крупные паблики, они разделились. Одни были на стороне условной оппозиции, другие на стороне ну, действующей власти, ну уже не действующей, понятно, но претендующей на власть, экс-власти. А ты, в свою очередь, никак однозначно, точно ничьей стороны не придерживался. Почему именно тебя? Ну, я не знаю, но, наверное, я тоже думал, почему именно меня. Наверное, я не вызывал такой, во-первых, всеобщей какой-то аллергии. Я, в принципе, мало говорю о личностях. Да, я не занимаюсь в последние годы такой, как бы такой повседневной журналистикой, да, там вот кто-то вон там украл деньги, а вот там зафиксировал, вот этот дом он построил, да, и а как он построил на этот дом, и если у него зарплата 10-15 тысяч. То есть я как бы больше как бы сфокусирован, наверное, на какой-то аналитике, да, на каких-то общих вещах, и поэтому, наверное, не раздражаю. Абхазов больше раздражает, когда ты переходишь на личность. То есть, да, то есть, хотя как бы понятно, что там министр это двор конкретный, да, там, но вот когда ты его называешь вором, ну, как бы у нас пол Абхазии обижается, потому что он свой, да. То, что он обворовывает Своих? Да, своих, то есть это как бы, вторично. да, это не самая больная проблема. И с другой стороны, мне кажется, я слишком, ну, я все-таки говорил больше последние годы о суверенитете Абхазии. И я заметил, что тема суверенитета, она у абхазских властей в риторике
даже в риторике их, она стала как-то Не главенственный. не главенствовать, то есть ее стало все меньше и меньше. Сейчас вот как бы, когда, если даже, вот, наверное, обратили внимание, не только, наверное, я один обратил внимание, допустим, вот прошлая власть, она все время говорила больше об интересах России, она никогда практически не говорила об интересах Абхазии. То есть это вообще как-то было вот интересы нашего союзника. Слушай, ты скажи о интересах своей Абхазии. То есть, наверное, поэтому, в общем-то, я как-то попал под это. Я не знаю, как бы сейчас, что у них в голове там было, но вот как бы мне кажется так. Но с другой стороны, я затрагивал тему вот того, что происходило в Грузии. В прошлом году, когда в Грузии начинали принимать закон об иноагентах, и это было удивительно для многих, почему вдруг Грузия, которая страна, которая 30 лет всей своей, как бы, всем своим народом, всей своей политической элитой, она все говорила, мы идем на Запад, и вдруг она восстала против этих Идей. Да, идеи, сказала, мы как бы примем закон об иноагентах, что очень сильно не понравилось там и в Евросоюзе, в Штатах и так далее. Но вот вопреки вдруг на ровном месте Иванишвили там накануне парламентских выборов, когда оппозиция полностью разрозненная, когда все прогнозы говорят о том, что у него будет контрольный пакет акций в этом парламенте, то есть он победит его партия «Грузинская мечта» победит заметным отрывом, вдруг он начинает вот на ровном месте создавать себе проблемы. И я понял тогда, что вот что-то должно быть уравновешивать, да, то есть вот если ты вот делаешь какую-то очень невыгодное для себя действие, значит ты должен за что-то получить. И вот тогда мне показалось, тем более и речи грузинских лидеров, они сводились к тому, что тогда, вот я помню, 26 мая выступал премьер-министр Грузии, это День независимости Грузии, официальный праздник, он выступил перед, там, обращение сделал к народу Грузии, что вот мы к 30-му году, будем вместе. Да, мы к 30-му году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями войдем в Евросоюз, в общем-то. Да, то есть и потом уже много еще всяких рода заявлений было о том, что надо, в общем-то, устроить, это уже Иванишвили говорил, устроить Нюрнбергский процесс над Саакашвили и его партией за войну 2008 года, то есть там очень много таких составляющих было, что пазл, в принципе, складывался. Но это была такая, кулуарная договоренность. Я и до сих пор считаю, что была некая кулуарная договоренность между Москвой и Тбилиси. И конфедерация Абхазии с Грузией, это была конечная цель этого. То есть до этого Тбилиси должен был выполнить кучу всяких как бы требований, там закон об иноагентах, открыть там воздушное сообщение, там много чего. К слову, извини, перебью тебя, должен отметить этот момент. У нас в нашем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, есть очень доступный, понятный ролик о разнице законов о иноагентах российского, скажем так, образца и американского. Как ты думаешь, вообще вот эта конфедерация нашим народом как будет воспринята? По-разному. По-разному будет воспринято. И с другой стороны, что такое конфедерация? Конфедерация – это в реальности признание. Вот эти две стороны, они должны друг друга сперва признать. Иначе как объединяться? Да, иначе никакого объединения не будет. И они равных два субъекта. Какие-то у них там представительские функции есть. Допустим, мы знаем, там конфедерация была условная Чехии и Словакии.
они разбежались, две страны. Ну, может быть, вот по этому поводу. Хотя вот как бы такой четкой линии между конфедерацией и федерацией тоже нет. Это опять же зависит от того, что ты пропишешь в этой конфедерации. Ты можешь назвать это конфедерацией, а выйдет там чистая автономия. То есть, здесь, допустим, очень многое зависит от того, как ты участвуешь в этом периоде. Условно говоря, я сейчас там не говорю, там я не за, не против этой конфедерации. Но при нынешней нашей политической элите существующей, я категорически против. Там, был бы там такой политик, как Владислав Арц, бы, конечно, у власти. Да, можно было бы, конечно, об этом говорить и думать. Но сейчас, в общем-то, мне сложно сказать, что наши интересы вот так сильно будут отстаивать с позиции наших интересов. То есть не с позиции чьих-то интересов и так далее, там, каких-то других условностей включая. Ну, вот. Поэтому, в общем-то, я не считаю, что... Об этом в целом нужно рассуждать как-то. Да, но так или иначе нам в любом случае нужно говорить, участвовать в переговорах, активно вести свою переговорную стезю там, с Грузией. Там, нужна очень активная абхазская дипломатия. Мы, к сожалению, последние годы в этом плане все время как-то сдавали свои позиции. И поэтому, наверное, так получилось, что Москва вдруг договаривалась. То есть мы вот в этом треке переговорном, условном, закулисном, да, Москвы и Тбилиси мы никак не участвовали. Георгий, знаешь, в чем проблема? Я не говорю, что там кто-то глупее Владислава. Речь да не об этом идет. Абсолютно согласен. Вот эти соглашения, которые в конце концов и сама Москва признала как бы не совсем как бы комфортными для абхазов, в частности вот это инвестсоглашение, оно же вот в таком виде невыгодном для Абхазии, это не значит, что кто-то из абхазцев, из властей Абхазии этого не видел. Но вот эти интересы Абхазии, абхазского государства, я просто уверен, что, в общем-то, они, за них кто-то что-то, какие-то свои личные вопросы решил. То есть, вот когда мы решаем за счет нас, власти решают за счет граждан, за счет государства свои личные вопросы, а мы видим, как они умеют решать личные вопросы, по крайней мере, по их материальному состоянию, да, то есть они, в принципе, вот этого блеска своего богатства вдруг нахлынувшего на них, неожиданно лавиной так на них набросившегося, они как-то и не скрывают. Мы это видим, в общем-то. Да? То есть мы когда видим, что нам, условно говоря, обещают, там, ну, помните, с этим майнингом, да, это будет 600 миллионов в год нам приносить прибыль. А в итоге у нас многомиллиардные убытки, у нас все полетело, страна без электричества и так далее. Но я понимаю, что как бы это не не какая-то ошибка закралась в расчетах. Это такая целенаправленная акция была. То есть, когда еще лет 10 назад говорили о нефти, да, и нам объясняли, да, вы что, говорит, это вот мы будем получать налог за недра, за использование. Больше ничего мы там не получали. Я помню это соглашение, то есть проект мы там не получали бы ни за таможенную плату, ни за что, короче, мы не получали бы. И вон там каких-то несколько десятков, там может быть сотня миллионов и не больше. И в общем-то, я понимаю, что эти люди просто как бы, ну, нас используют как лохов, пытаются нам объяснить, да вы что, это нефть вообще копейки стоит. Да. Да. То есть, ты в принципе понимаешь, что вот эту разницу, которую нас лишили, да, она не исчезает, она не растворяется в пространстве, она садится на чьи-то личные счета, да, то есть и всегда вот этим, я извиняюсь, терпило является государство и общество.
И мы к этому пришли сегодня, да, что у нас, в общем-то, вот такая ситуация. Да, мы говорим о суверенитете, уже как-то побаиваемся. Если ты тверже скажешь суверенитет Абхазии, тебя могут и покарать. Нет, просто мне непонятно, по-прежнему непонятно. Вот там мы уже сказали о смене власти, и о том, что это принесло, вот, народное возмущение принесло результат в виде там высказываний, в каком-то смысле принятия со стороны Российской Федерации. Опять же, у нас новый президент, пускай хорошо или плохо, скорее хорошо, но мы его выбрали. И как бы мы ждем там действий, очень много уже и АНД направил к нему определенный запрос и так далее. Очень много ожиданий от нового лица, но надежд все меньше, надежд все меньше. Ну, во всем, наверное, мы сами виноваты. Мы Абсолютно. говорим о тех же реформах, мы говорим там 20 лет. Я помню, еще в 2005 году при президентстве Сергея Багапши была создана комиссия, конституционная комиссия по реформированию основного закона. То есть с тех пор мы создали еще 3 комиссии, и, в общем-то, возле ныне там. То есть мы никак не продвинулись в этом вопросе. С другой стороны, целая группа людей, 20 лет как минимум, они фактически находятся вот во власти. Во власти. И они очень влиятельные, самые влиятельные люди. С ними надо всегда считаться. В общем-то, они торговали всем, чем можно. Они довели эту ситуацию, когда, в общем-то, мы как бы находимся в поисках остатков своего суверенитета. И сейчас я рад, что, ну, знаете, в любой неприятной вещи всегда надо искать обратную сторону. Вот сейчас там у нас видно, что плотно взялся за Абхазию. Куратор абхазского направления в администрации президента России, это Сергей Кириенко, он уроженец Абхазии. В отличие от своего предшественника Дмитрия Козака, который, кстати, вообще не приезжал в Абхазию, хотя там долгие годы там курировал, и он все-таки пытается как-то вникнуть в существующие абхазские проблемы, уже там несколько раз приехал, объехал там Арчальский, Ачимчирский, ну, то есть Абхазию вдоль и поперек, и даже в Хуап, в моем родном Хуапе, побывал. Да, то есть, и он сделал то, чего мы никак не могли сделать. То есть он убрал, вот, допустим, вот сейчас идет формирование правительства, да, и ты понимаешь, что токсичных людей там не будет. То есть люди, которые там, в общем, все эти годы осваивали российскую инвестиционную программу, их просто убрали. Их просто убрали. Ты подразумеваешь Аслана Абжани? Ну, там многие, и многие люди, которые были, кстати говоря, причастны к вот этому последнему кризису. То есть вот этот раздражающий фактор людей, которые могли вот так, как бы за ними какие-то определенные группы людей стояли, да, то есть они там как бы такие всевластные, да, такие кардиналы решили. Да, и вот они вот как бы, которые там каждый со своим 10% имею, я буду вот со своими там 10% решать вопросы, их просто взяли, отодвинули. Они хотели, условно говоря, там обращаясь к Москве, вот Москва, помоги нам, Москва пришла на помощь, провела выборы и отодвинула их. И я очень этому рад. То есть то, чего мы сами не могли сделать, обновить нашу политическую элиту, то есть убрать людей, которые из раза в раз нас вгоняли в кризис, Москва взяла их, просто убрала. И, может быть, это даже дешевле. То есть, а уверенность в этом откуда такая? ну, то есть что Москва убрала Александра? Нет, что их убрали. У нас все-таки маленькая страна, мы как бы такая инсайдерская информация. Ну, так если или... мы об этом говорим, то просто хотела бы знать. Но как бы мы уже, в принципе, знаем, что вот каких-то конкретных фигур не будет. То есть наше правительство будет состоять из людей, которые, ну, не раздражают людей. По крайней мере, Маломальски популярно. по крайней мере, не имеют отрицательные
рейтинг. То есть вот этот отрицательный рейтинг, он не превышает там положительный. Антирейтинг не превышает вот как бы популярность. С другой стороны, она, во-первых, не раздражает. Вот сейчас не будет людей, которые сильно раздражают оппозицию. То есть у нее... Будет меньше поводов. Да, у нас очень долго... демократия такая у нас достаточно портретная демократия. К сожалению, эта политическая борьба, она разворачивается не вокруг идей. То есть у нас одна власть сменяет оппозиция, оппозицию сменяет власть и так далее. И как бы механизмы те же самые. То есть уже если там какая-то оппозиция пришла к власти, то есть эта власть, уже оказавшись в роли оппозиции, она будет критиковать за то, что ее критиковали. Да. Да, то есть, в общем-то, роли меняются, а возы ныне там. То есть мы, к сожалению, у нас вот этой идеологической оболочки у политических групп, по которым мы различали бы их друг от друга, она у нас вот только-только начала формироваться. Абсолютно согласен. Только-только начала формироваться, и при этом у нас всегда была портретная демократия. То есть у нас были багапшисты, хаджимбисты, анквабисты, потом джанисты. По наследству. Да, но нет, какие-то группы потом переходили там, кто-то отваливался, да. Но из кризиса в кризис уже таких больших пакетов голосов не было. Там 10% ты имеешь голосов, и ты считался крайне. Да, ты уже как бы князь почти. Да. Но вот сейчас вот этих князьков просто убрали. И мы, я надеюсь, все-таки сфокусируемся на реальных проблемах, которые нужно решать. Я надеюсь, я оптимист в этом случае, да, то есть я надеюсь, что Бадра Гумба и вот это правительство технократов, которое будет, оно займется решением все-таки реальных проблем как в экономике, так и в социальной сфере и так далее. Ну это вот смотри, как это выглядит. Я очень рад твоему оптимизму, местами даже завидую. Но как это выглядит? Ранее ты говорил о том, что вопрос выгоды. Вопрос выгод. Если мы по итогам этих выборов, мы уже видим, как ты уже отметил, Сергей Владленович Кириенко, там такой небольшие гастроли, условно говоря, дал и проделал огромное количество работы. Более того, он встретился с огромным количеством людей, и он смог внушить им доверие, вызвать у них симпатию. И, конечно, вот этот факт того, что он сухумчанин, чисто по-человечески, я думаю, тоже играет роль. Но что мы можем дать взамен? Ну, я про то, что, вот ты говоришь, выгоду. Но я не думаю, что там... Спокойствие в регионе и место для знаете, нескольких баз? подходы у Москвы тоже меняются в зависимости от куда там. Я думаю, для Кириенко, допустим, поставил себе задачу, чтобы Абхазия была стабильной страной. Стабильно развивающейся, да, чтобы вот этого вечного кризиса, когда мы выбираем президента, голосуем за президента, а потом его выгоняем из президентского дворца, вот этой традицию избежать. А с другой стороны, есть понимание у самой России, она столько денег сюда вбухала, то есть и тот же Кириенко, наверное, ездил по Абхазии и видел, слушайте, мы столько бабок вбухали в вас, а где все это? Да? Я вот, кстати, слышал очень интересную историю, очень красивую даже в каком-то, не знаю, насколько она правдива, но расскажу, вот из уста. Я слышал, что проезжая вот здесь со своей комиссией по Ардзенба, он сказал что-то вроде, вот сколько нами, условно говоря, заплачено денег, на что похожа улица Ардзенба. Это, сказал он, наш национальный. Невозможно, я как бы сейчас в машине там с Кириенко не сидел, но я просто представляю, там, когда вот называют мы сотни миллиардов России, говорит, что она затратила на Абхазию, ты понимаешь, что из этой сотни миллиардов огромная часть денег, она просто была растащена чиновниками, распилена
бензопилой «Дружба», да, это не маленькая какой-то За Сталина. ножовка, вот такой бензопилой, Максимально быстро. которая уже там бензин сжирает только так, да, то есть, Масло. да, масло, то есть, и понятно, что, ну, то есть, я вот как бы исхожу из российской точки зрения, вот мы вбухиваем, условно говоря, Россия там вбухивает деньги, там местные элиты распиливают, и вместо стабильной страны мы с каждым разом кризис все хуже и хуже. И он, наверное, все-таки решил убрать вот этих людей, которые все время были ответственны вот за вот эту социальную, экономическую составляющую, куда вот, в общем-то, деньги шли российские, их отодвинул, и вот сейчас, наверное, вот как бы в ручном режиме как бы людей набирают там министрами, там, ну, с определенными профессиональными качествами, с определенными моральными качествами и так далее, и с определенным исполнительским опытом, да. И мне кажется, как бы, ну, как бы идея, мне кажется, такая. И, наверное, это такая комплексная будет. Это не обязательно там, ну, допустим, при Козаке, там, ну, вот давайте вот эту инвестпрограмму, да, и давайте, да, как бы стандарты определенные еще, там, закон об иноагентах примем. Нет, здесь как бы другая задача, наверное, чтобы Кириенко, наверное, опять же перегрузил эту программу по Абхазии в России, мне так кажется, по крайней мере, ну, по крайней мере, Условно, да, не условно, он составил свое видение, что же Абхазия для России, да. И то есть, мне кажется, все-таки, что поставлена задача, чтобы, в общем-то, как бы как-то поставить абхазскую экономику на ноги, без вот таких, мы вам сейчас это олигархические деньги мы запустим, да, и эти олигархические деньги еще примагнитят и ваши, и, короче, мы все заберем. Нет, реально, как бы, здесь просчитывается и абхазский интерес, мне кажется. Речь будет идти не о чиновниках, которые там все себе в карман. Здесь все-таки больше думают, опять же, концептуально об абхазской экономике, об абхазском бизнесе, об абхазских гражданах и так далее. Но, по крайней мере, вот я вижу, по крайней мере, то, что происходит, и там, допустим, какие-то вещи, которые сейчас быстренько, оперативно решаются, это вот, опять же, те же замена прав, то есть людей с двойным гражданством, которые получают российские права, им нужно было туда выехать, там, взять ну, целое там медицинскую карту купить, еще что-то, короче, внутренний паспорт завести и так далее. То есть это расходы, это такая бюрократия. Сейчас все-таки он как-то пошел, и здесь можно будет просто взять типа, со своими правами без всякой волокиты обменять. То есть, ну, какие-то вещи, которые заметно упрощают жизнь обычных граждан. С другой стороны, убирают вот эту, как бы, делают ситуацию более понятной, более комфортной, да. Не будет вот этого, наверное, напряга такого большого напряга в самой Абхазии внутриполитического. У нас же недоверие к власти, оно стало хроническим, да, ты даже хорошую власть, какую-то хорошую идею преподнесет своим гражданам, и эти граждане из-за того, что вот такое есть хроническое недоверие, ах, мы знаем вас, аферистов, да, то есть оно в штыки воспримет, да, эту идею, то есть мы можем ее просто похоронить, да. Поэтому, наверное, нам надо создать ситуацию, при которой власть не раздражала бы. Власть, она не может не раздражать, то есть более-менее спокойное отношение, если не будет в ней людей, которые систематически нас уже, хронически нас раздражали, люди, с которыми связан вообще этот исторический кризис. Наверное, сейчас их не будет. То есть, мне кажется, в принципе, такой хороший математический расчет, хотя у нас же, опять же, мы привыкли, чтобы у нас в абхазской политике были люди харизматичные.
Да, понятно, там убрали людей, которые такие мафиози были, но эти мафиози брали на себя какую-то ответственность. Ну, внутри какой-то или кризис, иначе, да, что-то оперативное, они брали на себя ответственность, что-то быстро решали. Но сейчас, когда ты создаешь правительство технарей, они никогда не были самостоятельными людьми. То есть они всегда ждали какой-то команды сверху, как им... Исполнители, Да, исполнители, да. То есть вот это тоже в абхазских условиях это проблема. Маленькое общество, опять же, у нас забора Ну, нет, нужна да. личность, да. И к тебе пришли туда, да, к президентскому дворцу, а ты говоришь, подождите, я сейчас подумаю, да, ну как подумаешь, ты выйди, поговори. Кстати, мне кажется, это одна из проблем, что мы очень зациклены на личностях. Это да.